Задзвонив телефон. І я подивилася, що це командир Ісаакаєв. Я зрозуміла одразу, що щось трапилось, бо так просто він би не зателефонував ніколи мені. І коли я відповіла, він запитав, який в нас поверх. Я поклала трубку і ще себе вмовляла, що, мабуть, з Ісаакаєвом немає зв'язку, можливо, щось там, якась амуніція йому потрібна, а Ісаакаєв їде до нього, щось передати. Так себе вмовляла. Але вже коли я відкрила двері, я зрозуміла. Бо стояв. Я пішла, просто сіла і запитала, як. Тільки так. І Ісаакаєв сказав, що це снайпер. Мне ночью позвонили. Сказали сначала, что он ранен. А потом где-то через час-полтора, по-моему, может быть, позвонили, сказали, что он уже погиб. Все. Это очень тяжело. И когда сообщаешь такие вещи семье, это тоже очень тяжело. Мы с ним оба пришли к одному мнению, что Аллах Субхану ва Тааля нам за многие годы первый раз дал возможность взять оружие в руки, и вернуться домой как победители с оружием в руках. Не как потерпевшие от русского режима или еще что-то. Вот именно как победители с оружием в руках. И мы должны этим воспользоваться. И всегда говорили о том, что будет после возвращения в Крым, что нам нужно делать для того, чтобы наш народ возродился, чтобы мы вернулись к тому, чего мы потеряли, чтобы мы могли восстановить то, что у нас отняли. Я, например, хотел, чтобы он в будущем занял мое место в подразделении. Потому что я его видел таким. Он на самом деле подходил в роль командира. Аллах розпорядився іначе, к сожалению. Я не могла плакати, я не знаю чому. Раніше я чула історії загибелі чоловіків. Я думала, що я одразу помру, якщо таке щось відбудеться, що я не зможу жити. А тут я просто сиділа, не плакала, я не могла, мабуть, такий шок плакати.